Более 70 авторских работ от фотографий до интернет-сайтов, и в каждой отражена жизнь абазинского народа, его культура, многовековая история и быт, а также его лучшие представители, внесшие неоценимый вклад в развитие и сохранение культуры абазин. Преимущественно у нас делят первенство именно и в силе, имеется в виду материал, который его действительно можно на века оставить, и по количеству это видео и текстовый материал. Другими словами, писать красиво, интересно любят многие и умеют, оказывается, тоже многие. И видеоконтент, как я уже говорил ранее, да, он тоже востребован. Видеоработы у нас просто только успевай смотреть. Всего на конкурс своей работы подали 50 авторов, среди которых как профессиональные журналисты, так и блогеры-любители. Из 70 материалов было выбрано 15 лучших, по 3 в каждой номинации. Среди победителей 2 сотрудников нашего телеканала. Так, в номинации «Лучшее видео» обладателем первого места стала Ольга Заболотнева. Ее материалы рассказывают о древней абазинской традиции, когда у постели раненого или больного человека собирается его родня и поет песни, чтобы тот не уснул, поскольку, по поверью, это закончилось бы его смертью. Прежде чем мы собрались снимать эту передачу, связанную с абазинским народом, мы в первую очередь проштудировали всю информацию об обряде, как он происходил. Потом уже начали искать людей. Люди откликнулись, абазинский народ конкретно, прям с воодушевлением. А вот Зураб Джандаров и его интернет-страничка Абаза Тудей, которая рассказывает о главных новостях, истории, фактов и жизни абазинского народа, стали призерами в номинации «Блог-сайт». Оказаться в числе победителей было для Зураба приятной неожиданностью. На самом деле, изначально была идея в том, чтобы освещать жизнь абазин со всех сторон. Это должен был быть такой своего рода журнал, в котором были бы и новости, который бы рассказывал о традициях, об истории, о культуре, об актуальных событиях. И, собственно, из-за этого и название такое «Абаза Тудей». То есть абазины, чем они живут сегодня и что происходит в народе прямо сейчас, и о чем он говорит, о чем он переживает. Данный конкурс проводится уже 2-й год, но его главная цель не меняется. Это привлечение талантливых представителей СМИ, фотографов и блогеров к освещению значимых событий в жизни абазинского народа. Хочу призвать вас участвовать, ваших сотрудников участвовать, потому что я знаю, что есть некоторые медиа, которые присутствуют здесь, руководители, и у вас есть очень много талантливых ребят, которые, в принципе, знакомы с этими темами, знакомы с проблематикой и так далее. Сам конкурс проводится в рамках форума по сохранению и развитию культуры народов Абаза. За 2 года в нем приняло участие порядка 70 человек из различных регионов нашей страны, а также из-за рубежа. Всего ими было представлено более 200 работ. Алексей Ковтун, Дарья Назарова, Мурат Койчев, Архыз 24.